Представители благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербая и Ляля Чамагуа побывали в Карачаево-Черкесской республике, где посетили мать добровольца Альберта Агирова, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии. По традиции, вначале они вместе с ребятами из добровольческой организации возложили цветы к памятнику воинов, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Напомню, что 13 человек из Карачаево-Черкесии погибли во время войны 1992-93 годов. Нина Агирова живет в селе Апсуа. Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа не раз посещали эту добродушную женщину, не понаслышке знают об ее гостеприимстве. Радушно она встречает не только гостей из любимой Абхазии, но и каждого, кто переступает порог ее дома. Представители фонда время от времени интересуются положением родителей добровольцев, созваниваются с ними, решают проблемы, которые они не в силах сами решить. Саша, и то хорошо, и то хорошо. Как здесь был, как в мужестве, и там тоже показал. Молодец. В Элаге я довольна. Ну, я одна остался вот так. Абхазия Губангерсом всегда вспоминает. Сары Пхшоп. Шарашхаш трахара зин хамадзам Апсуа. Зин хамадзам. Это было то хорошо. Фечкунцу и бащо, Апсанра, Араш Хава жила решидашкалаз. Анцвейчо, Зепсетоп и Ироп и Хаштаргалом и Герхашцом. Я довольна. Вот мои дети погиб. За что погиб, уже известно. Для своей родины, для своих родственников они погибли. Родные защищал. Хорошо, это тоже хорошо. Для меня это хорошо, потому что мои родственники все там. Нина Агирова все свое детство провела в Абхазии, в селе Дурипш, ее девичья фамилия Шамба. По ее словам, близкими родственниками являются представители фамилии Тванба и Аршба. Фамилия ее супруга Агарба. Здесь они записаны как Агировы. Во время войны в Абхазии она приютила беженцев. Одномоментно в этом маленьком доме целый год жили около 20 человек, не считая самих хозяев. Молодые им году. А успех мое бязгу весенький-так, я как бы мама хотя бабам синька карадыр файхет. Хоть и это пол штала, штала пихет. А как харфа, самый главный харфа тарагма. Ай башир Элганди. Элганди хат. Риус Мариомаш, Кусикаджла Рейлардана, Халарада. Младший сын Нины Альберт был веселым, теплым человеком. Все, кто его знал, описывают как глубоко порядочного, доброго и надежного друга. Все лето, все каникулы он проводил у нас в ауле. И прямо с самого детства мы были знакомы. Вот он был массовик-затейник. Он был везде, он был всегда, он был во всем. Ответственный был он, такой добрый. Несмотря на его все это, вот внутри он был очень добрый, глубоко порядочный человек был. Такой человек был отзывчивый. От него можно было все ожидать, в смысле, в хорошем смысле этого слова. Да. И когда война в Абхазии началась, многие наши ребята в первые же дни поднялись и ушли. Да. И он тоже не отстал от них. Все, что вот вы увидите, это Арсен бедный начал. Вот, ну, судьба, наверное, такая была тоже. Не успел ничего сделать. Он на год старше меня был, бедный. Спокойный был, хороший парень. Вот что можно сказать сейчас. Не был хулиганистым, не был этим, не порядочным был, бедный. Не пойти туда, ну, как любой из наших ребят, он не мог. Этот вопрос вообще не обсуждался. Для нас это был крик души, как бы это ни звучало пафосно, кто бы что бы это ни говорил, тем более, когда ты молодой, возраст, никто же не оглядывался.
у многих из нас и семьи были. Да, молодые, но были семьи. Были пацаны, которые вообще вот, со школьной скамьи. Многих назад отправили, сказали, нет, ребята, вам еще рано. А кто остался, остался, а, к сожалению, и остались там навечно. Мы вообще не думали ни о чем. Ни о том, что кто-то погибнет, ни о каких наградах, ни о каких воздержаниях. Мы просто пошли туда, потому что там нашим братьям было тяжело. Даже не тяжело, было плохо. И я не считаю, что мы что-то какие-то великие дела там сделали, но каждый из нас сделал ровно столько, сколько мог, а может быть чуть-чуть больше. Когда в Абхазии началась война, он никому ничего не сказав, бросил все и приехал сюда. Он был в числе тех, кто первыми протянул руку помощи братскому народу. Некоторое время Альберт был на Гумистинском фронте, затем отправился на Восточный. Как вспоминают его однополчане, Альберт Агиров воевал храбро. Ноябрь, Амза Зыха, Гудута Сайт, Хаджаб Ханакванчан, Агрза Гозр Хасайт. Убысқан убра, Альберт Дықан, Абаев, Малыш Яша Дықан, Зигзгвала, что за мижаешь, кстати, чита. Абарцы Сайт, Маркула. Дантаха Замзов, Бадикабр Хайо. Амза Хубарзы, Авилаз Кахицет, и Амза Фубарзы, Асаату и Барзы, Хаяла Хагай. И Тахакваз. И Тахай Тахадаракнин Хэ, Акарчарак. Аха Хамед Шазак Вахтан, я Алган, я Хамгакван, Аджги Дыштан Дмитри. Ус تجكون كوبشن يجوخ بيجوف بشو سرار يخطون هابسو جكون خزنة حباس يخوشون بس تستخي ورد زيغراب خير قولو فرخاتشو يعيد حرخ شرط يحد قلرت ورد رارا أتساك أغوامان حراح زحو نفسشا سرا например, с год Жаховик, абарта доброволец, что Сыман Маргула Санней, Маргула Зигир Тахзам Зусханей Башая Шахяро. Еще он Адрешна Хышикова Агылит Маргула и Пхашина. От Хамада Нымхида, такой Нымхид. Амчыз Аргона Копа Коржуан Зихат Глит инени. Арта Яхазыкарцаз Абзера Уяхамазам. Оттом من بيوي دعنا وبصدق السخشوتها دانود قلا ورا شرطة بشوقت زمزج وواري بشوت ويفا قلت يابخو قلت. Альберту Агирову было всего лишь 20 лет. На момент гибели его супруга ждала ребенка. Девочка появилась на свет в апреле месяце. Альберт так и не увидел рождения своей малышки. Остались незавершенными и начатые дела. Он так и не успел построить большой дом, в котором любимая мать чувствовала бы себя комфортно. Фундамент, который он заложил, за 30 лет зарос сорняками. Вот тогда я узнала, что Абхазия воевали. Вот. وصخنا بين ترتحك وجارجة قشت أودي عسرتها ود نوسك زلم. После гибели Альберта его старший брат Заур, которого все называли Арсеном, тоже отправился на войну. Он был инвалидом с детства, без одной руки, но ничто не остановило его, хотел отомстить за брата. Информация о двух братьях Агировых хранится в Государственном военном архиве. Согласно этим данным, Арсен Агиров в войну был снайпером, дошел до победного конца. В начале войны Альберт Агиров прибыл в Абхазию, принимал участие уже в составе Конфедерации народов Кавказа. Указом президента в 1995 году он присвоен, награжден орденом Лена, еще Владислав Григорьевич Ардзинба подписывал. В 1993 году приехал его брат Агиров Заур. На тот момент он отец 3 детей. Он был без руки, без правой руки.
по специальности бухгалтер, абсолютно не военный, да, несмотря на то, что уговаривали, да, все равно он записался в вооруженные силы Республики Абхазия, записался снайпером и до конца, до победного конца принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии. Вот. Был награжден тоже в 1995 году медалью за отвагу. Арсен Агиров после войны вернулся к себе на родину, но погиб в результате несчастного случая, оставив мать и 3 детей без поддержки. Несмотря на все трудности жизни, потерю своих любимых сыновей, Нина Агирова не опустила руки. Она не только сумела помочь воспитать своих внуков, но и по-прежнему оказывала помощь всем, кто обращался к ней из блокадной послевоенной Абхазии. سشبع أزلمبوزي سشق أزلمبوزي بشاشته يستخوك يستخم صحيت أبري أراوسكي كي أم صحيت دو جلابينسيك صور بيفس خوش كو نقص قار بيفس جل برابيسكا كي وي رازنك بكرة خم وحيد وي رازنك حي أحصد خاصي أب مسان وحن هاي شايف ناس سكاد كل من سنس سده وبرت زيجي كاد كو خيك سنس زيجي قصنا يلا باسبورت سخز حول سوا عنده وبريزي ألتيت ناس سنس دبنسنا باسبورت أستيت ناس دокумент وجيت لرا بنسي زيجي بري يلا ألتيت وبس بنسي صور بيفشي خيجي أول فخو سوا بري يقوم بري بنسي سوا القنوب يزل سوا يجي وبرابيسكا زمازرة شان فاليري كنتني رتس حد بسخيت يرا رايا زكرايا بس واخد نخون وي روسلان ناش برتصحى يبحث مارينا عرفت يفسخت درا رايك دفسخت ساسا نيو زبري سكشو زيز بوزه ابرا تايو رحم بس حتايو بس بينسي حاجته برحون زي يبرح يكشون والقن ورقيد شوقو دجنخول بقول شو تخا زي يبلح وبرح لود الكلود حافه دوما حاج دوما زي قد حاجه ولزغ بتشواري حمد زروان يخير ويت حزني بشر سنا واسنا برتولا يا لمو كرلما زغير يا خو تشكاري موت تشاري بزغ بتشاري بتاسع صح ناس صح شلزح نوما جركاك ستن سالشت ويت حلد الكلود تاع حفر حاج زغي بتابس وارزح انا كحزر تسخر هذا اسم شباسيو سري شوز دروال يجي بشوكسا وجتا يجي بشوكسا تويت وبراس تايوجتي يمشل يخنيت كل سالحن بربيسكا عزن الناس علشتي تشزنك السيد سني سجرات عن وسجرات بعد يجحدان عن كيس службе биян геусиван وبزيز كوي بعد سنة جي كرخني خن وبرجع بينساعة تاخن سني وبري برتسكفي رواز كي سدرمز تاخ حفصن بسايدني يقول أنا خير بينسك ساشتو بيستغل زوجي وس ويزا قديمة زان هاجي بلوها ورت كي وابرابيسك لالغني اللي قرتي كروتشي ورت هايجي خاتشي سيحشبك نراك هايدا هبين سحابة يلا قد خوشي خوشدا ناس وياشتك الشبسك هزنك ساحت صالون برتخاتشي سيحشبتن مشين لحنسوز وسبويز لحنسوزان وحنوز بطوبس يحقوز نحري حال شزاس حقوز نحكا كونجين فدرك خوشكو تحي قرقان ساشتو شايت لهون دار دحخات Матери защитников Абхазии уже немало лет. Все чаще ее подводит здоровье, уже трудно передвигаться. Ее маленький гостеприимный домик совсем прохудился, и некому привести его в порядок. В доме нет элементарных удобств, отсутствует отопление. Дочери помогают женщине, забирают к себе, но в своем возрасте она уже хочет спокойствия и тишины. Учитывая непростое положение Нины Агировой, представители благотворительного фонда «Помним» решили помочь, купить ей небольшую квартиру в Черкесске, чтобы обеспечить достойную старость, чего она лишилась, отдав любимых сыновей свободе Абхазии. Леонид Иван Палагербая япшкарала фонд агуахалалар фонд яхгала шойт ахцала абра حارتايد وبري جرا وادكوك حزاخو زرحا أبسو جلار حيلالنا وبس حقويتوب ساسقوي أنا قد حرا حبسو جلار
убри ргәаҿын Зинеиԥҳа, абри ҳаззааз аус азыҳәаны. Убри сара агәра згоит, абри баша мала данҳажьрым ҳазегь ҳаилалан ҳа сгәы иаанагоит. Анцәа иџьшьоуп, ҳара уажә иахьа иаҳфо иаҳжәо ҳамамкәа ҳаҟаӡам. Абизнесменцәа ҳамоуп, ҳҳәынҭқарра ҳамоуп, ҳҳәынҭқаргьы дҳацхраап ҳа сгәы иаанагоит. Абра ҩ-уадак иҟоу ақалақь Черкесск аҿы абри абырг ԥҳәыс абра лассы-ласс ҳалҭаалоит лара азыҳәан лҭагылазаашьа дараӡа ибзиан иаҳдыруеит, азыҳәан иаԥшьаҳгеит, лара акы даҳәан егьин ҳаиҟаӡам. Ҳара убас иҳаӡбеит, абри ҳара аԥсуаа иҳалҳаршап ҳгәы иаанаганы, ҳаидгыланы, ҳаивагыланы ацхыраара лаҳҭап, ҳа сгәы иаанагоит. Благотворительный фонд призывает всех неравнодушных граждан Абхазии присоединиться к данной акции и оказать посильную помощь. Изаҳауа ажәлар сҳәар сҭахуп, абри ԥҳәызба десана ԥҳәызбыргы лыҷкәынцәа ҩыџьа аибашьра Аԥсны рхақәырҵеит, ԥсыхәа амазар ҳлыдгылап, ҳлыцхраап, џьара аҩныҵҟа ҳазлмыргыларгьы ма уадак аҳәынҭқар аарыхьӡала иҟоу дыҩнаҳҵа лышықәсқәа нҵәаанӡа лхынҟәылгартә ус ацхыраа ҳазлыҭар, убри иаҳҭахуп абра дыздыруа зегьы. Лара акагьы лымам, дшыҟоу дшынхо егьиуа зегьы ҳаԥснынтә инеины дырбахьеит, нас иаҳҭахын џьара ак лымазар. Ҳахьӡала, абри Аԥсны ахьӡала џьара ак лоузҭгьы ҳҭахын цәгьамыз. Лԥацәаҟазгьы ус дгәаҟуазма гәаҟаха, нас ишԥаҟауҵо шьҭа? Я просто хочу еще раз напомнить, что около 300 добровольцев погибло, и ни одна мама, ни одного погибшего добровольца не сказала нам, за что он погиб, не обвинила нас в смерти своих детей. И в этом ряду Нина Агирова. Но тут даже, я бы сказал, особое положение. Старший ее сын, младший ее сын, вернее, был один из тех, кто первым пришел в Абхазию, погиб при освобождении села Меркула еще в декабре 1992 года. Старший сын потом пришел воевать. Как уже сказано было, без одной руки он был, без правой. Это результат травмы детства. И тем не менее был снайпером, прошел всю войну до конца. Младший был награжден орденом Леона, старший был награжден медалью за отвагу. К сожалению, почти 20 лет назад старший сын скончался уже в мирное время. И мама осталась одна. Это действительно факт. И такие родители есть у нас и в других республиках. Но тут есть одно еще обстоятельство немаловажное. В то время как ее дети воевали в Абхазии, она у себя приютила более 20 беженцев из Абхазии. Это такой уникальный, можно сказать, случай. И она смогла сделать так, чтобы эти 20 с лишним человек чувствовали себя как дома. Сегодня, в силу возраста, ей тяжело справляться с хозяйством. И наш фонд решил обратиться к гражданам Абхазии, проявить милосердие. В участи в судьбе этой женщине нам нужно собрать средства, чтобы по возможности ей купить жилье в Черкесске, где она могла бы жить с удобствами, с теми, которые сегодня крайне необходимы в силу ее возраста. Я обращаюсь к нашим гражданам. Речь идет о любой сумме. Можно заплатить и 100 рублей. Количество наберется, и сумма будет значительная. Обращаюсь к тем организациям, здравницам, учреждениям нашим, которые уже оказывали такую помощь. Я просто напомню, что благотворительный фонд «Помним» обустроил могилу Мусы Шанибова в Нальчике с надписью «От благодарного абхазского народа». А в прошлом году помощь помогла нам посетить все без исключения семьи добровольцев на Северном Кавказе. И эту работу мы собираемся продолжить дальше. Я думаю, если мы сможем собрать нужную сумму,
и приобрести жилье Нине Агировой, это будет наша благодарность, которая не должна иметь никаких границ во времени. Я верю, что наш народ проявит соответствующее милосердие, и мы сможем собрать сумму, которая поможет решить эту проблему. И я заверяю всех, что, как и раньше, все до единой суммы будут озвучены и названы имена тех, кто оказал помощь в проведении данной акции. Расчетный счет, на который надо будет переводить деньги, будет объявлен дополнительно. Трудно представить, как бы разворачивались события тех далеких лет без помощи добровольцев, и как бы чувствовала себя сегодня Нина Агирова, если бы не война. Но история не любит сослагательного наклонения. Ясно одно – вклад добровольцев и воспитавших их матерей в нашу общую победу неоценим. И благодарность абхазского народа будет заключаться в том, чтобы оказывать поддержку тем, кто 30 лет назад протянул нам руку помощи и помогал обрести свободу. Эсма Джикерба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение, Черкесск.